Друзья, всем привет! Вы смотрите разбор карда турнира Найза 53. Сегодня у нас в гостях Серик Ноян, это эксперт в мире единоборств, комментатор Лиги Найза. Серик, приветствую. Приветствую. Сегодня мы здесь, чтобы разобрать карт Найза 53. Есть один нюанс небольшой. Должен был разбирать его наш матчмейкер, но он готовит такой обширный обзор на этот карт, а мы с Сериком больше поверхностный анализ сделаем. Что стоит сказать изначально про этот карт? Это будет первый карт Лиги Найза в Кыргызстане, и это значимое событие, потому что он будет таким показательным. Понравится ли кыргызстанцам Лига Найза, захотят ли они видеть ее снова, как там себя реализуют бойцы из Кыргызстана, потому что я думаю, что после этого турнира, может быть, многих подпишут. Плюс еще это будет первый этап Гран-при, о котором ты сейчас тоже расскажешь, вообще о истории Гран-при Найзы. Вот это значимый карт. Карт достаточно интересный, может быть, там не так много звездных имен, но есть имена уже таких ветеранов ММА, есть имена таких фрешманов, и вот, опять же, повторюсь, есть целые 5 боев, которые будут идти первым этапом Гран-при. Здесь, конечно, очень такой самый примечательный, можно сказать, момент, что Найза расширяет свои границы, и потихоньку мы перемещаемся на территорию Центральной Азии, да, Лига Найза. Здесь очень важно, что востребованность, она есть. Кыргызстанские болельщики, они всегда очень были горячими. Даже когда в Алмате проводили турниры, ну, вот такие какие-то совместные, либо там Гран-при, я всегда ощущал их поддержку. Там, находясь вне своих стен, они очень горячо, прямо активно поддерживают своих бойцов. Здесь в рамках Найза 53 я ожидаю очень такой красочный турнир. Я думаю, в Бишкеке мы получим очень хорошие эмоции. Это очень важно вообще для всех любителей ММА в целом. И я думаю, это хороший старт для Лиги Найза потихоньку, чтобы эти турниры в дальнейшем в Узбекистане, в Таджикистане и далее, там, Азербайджане, не знаю, в Турции, в Китае, чтобы эта граница, она расширялась. Давай я чуть добавлю еще. Что примечательно, от Алматы до Бишкека всего 3 часа, и, в принципе, не только вот кыргызские фанаты поддерживают там своих бойцов на турнирах в Алмате и в Казахстане, но и сейчас есть возможность у ребят из Алматы, потому что будет выступать команда Дартима, приехать в Бишкек, это не так долго, 3 часа, и поддержать прям своих бойцов. Здесь так как мы выезжаем, скажем, в гости, ну, понятно, что казахстанские болельщики одни из самых там топовых и по боксу, там, и по ММА. Здесь я просто хотел особенно выделить именно кыргызстанских болельщиков. Все-таки там есть аудитория, там есть те люди, которые любят этот вид спорта. Поэтому турнир обещает быть очень красочным и интересным. Что касается Гран-при, вообще в истории казахстанского ММА, в истории всего ММА, скажем, Центральной Азии, да, там, Кыргызстан, Узбекистан, даже в России я не слышал, чтобы подобного рода гран-при вообще бывали. Может быть, где-то я ошибаюсь, не владею информацией, может быть. Но что примечательно, что первый гран-при команда To Beat Top Team стала обладателем достаточно солидной суммы, да, 25 миллионов тенге. Они выиграли. Финальная схватка была очень интересная с командой Дартим. Но теперь сумма увеличилась. Здесь в рамках Гран-при мы увидим, так, у нас здесь 6 позиций, 6 боев командных противостояний. Поэтому... Нет, командных противостояний 5. 5, да? Да, шестой. Это просто вот шестой. Ага, все. Да. Здесь, ожидаю такой интересный... Ну, здесь мне знаком, да, Пернебека возьмем, да, Пернебек, он серебряный призер чемпионата мира по ММА среди любителей. Проиграл россиянину, по-моему, только в финале, а в основном тот же Нефталиев очень хорошо показал себя в рамках Гран-при в прошлых своих выступлениях. Мне здесь знаком, конечно, наш представитель команды Дартим, Хашимов наш. Ну, 2-0 рекорд. И здесь, я думаю, что мы с вами, конечно, не эксперты, но я ожидаю такой хороший бой для обеих сторон. И представителей также кыргызстанской команды, и для команды Дартим. Здесь, как ты стартанешь, ты далее будешь себя
в рамках этого гран-при у тебя есть шансы не только там победить и помочь своей команде, но и заявить о себе. Поэтому здесь молодые, голодные ребята, они должны себя показать, и здесь мы ожидаем такую стычку очень Мне упорную. кажется, знаешь, ты немножко, не договариваешь, что ли. Ты говоришь, что мы не эксперты. На самом деле мы с тобой в ММА-то разбираемся хорошо, просто Мы сами скромные рамки... люди. Да, вот слишком скромничаешь. Сами рамки Гран-при, они как раз... И вообще сам смысл этого Гран-при в том, чтобы из ноунеймов сделать звезд. Да. Сейчас эти ребята, у них там рекорды у всех не больше 2 побед в профессиональном ММА, и хоть у них есть там бэкграунд какой-то в любителях, но действительно там в профспорте они сейчас пока ничего не добились, и как раз Лига НСЗ дает им эту возможность. Поэтому то, что мы сейчас о них не знаем, это как раз для них очень большой плюс, чтобы заявить о себе. Они могут очень ярко подраться, могут очень ярко выйти, показать что-то, очень ярко там в своих соцсетях сгенерировать какую-то поддержку. Поэтому, кто думает, что мы не знаем про Гран-при, так и должно быть. В этом суть Гран-при. И ты забыл назвать сумму, а сумма очень важная, потому что было 25 Кстати, миллионов, а теперь 50 миллионов. И 50 миллионов — это действительно очень большие деньги. Гран-при действительно бывали в других лигах, но никогда не бывало Гран-при среди ноунеймов. Вот пусть ребят не обижаются, что я говорю ноунеймы, но у них сейчас есть шанс очень громко сделать о себе имя и заработать очень большие деньги. Есть там Гран-при ASA, в котором там призовой фонд $1 миллион, но он среди звезд и среди супер топов. А тут ребята, у которых там максимум 2 победы и такие огромные деньги. То есть это супер подарок, мне кажется, и очень хорошая история. Вот, допустим, хочу добавить, если бы я владел какой-то командой, да, находясь, скажем, в городе Астана, там у меня зал 300 квадратных метров, в принципе, да, ребят не так уж и много, у меня там тренируются, к примеру, и это гран-при для меня был бы таким очень хорошим стимулом, что я смог бы и также замотивировать там своих ребят, сказать: ребята, это шанс заработать, о себе заявить. И далее, что это для вас будет такой офигенный старт. И как спортивный любой функционер, там, не знаю, промоутер, менеджер, неважно, ты уже должен быть такой с аппетитом подойти к этому. Вот Диас Кадолов, вот он тренер To Be Top Team. Ну, здесь Азиз Разиева я отдельно выделил, но здесь мне в обеих случаях мне нравится их подход, как они общаются с ребятами, потому что мы сидим прямо у октагона, мы же видим, как они мотивируют ребят. Это отдельное искусство для меня. Поэтому здесь гран-при это не только драки, это не только единоборство в целом, да, это спортивный интерес, азарт, состязание. И тренера же, они же тоже растут. Они получают колоссальное удовольствие и опыт в этом. И в этом, наверное, и вся красота этого спорта. Поэтому здесь тем, кто придумал этот гран-при, я хотел бы отдельно выразить благодарность. И хотелось бы, чтобы с каждым годом это продолжалось, там, увеличилась сумма, увеличилась конкуренция. И чтобы ребята среди этих победителей, я уверен, что там топовые бойцы в будущем появятся. И в UFC, там, и в других топовых лигах. Я абсолютно уверен в этом. Ну вот, кстати говоря, о топовых бойцах. Есть уже выходцы из первого гран-при. Они будут представлены тоже в этом карде. Один. Я еще тоже чуть добавлю. Вот мне вот тоже по долгу службы, да, то, чем я занимаюсь, веду там, да, свое сообщество, это Вестник ММА. И мне очень часто пишут молодые бойцы и говорят: где мне выступить, где мне драться. Типа нету боев. И вот сейчас, когда это гран-при собиралось, я тоже очень сильно удивился, что было заявок не так много, как я думал. На самом деле там много было заявок, там команд 20, по-моему, заявилось, но я был уверен, что заявятся, не знаю, там сотни команд, потому что, такой шанс, он действительно очень редко дается. Тебе платят большие деньги, и тебе дают возможность драться с ребятами равными тебе, то есть там тебя не на убой привозят против парня, у которого там 20-0, а у тебя типа там 2-0, а тебе дают вот бойца, у которого не больше 2 побед. Поэтому тоже такое обращение к тренерам, к бойцам, что если вы действительно хотите как-то расти в профессиональном плане и хотите найти себе какие-то интересные бои, то участвуйте в следующем гран-при. Сейчас это уже собрано, как я понимаю. Вот, очень хорошая возможность заявить и о своей команде, и о своих бойцах, заработать денег и заработать медийку. Ну, путь к вершине, он же не бывает таким легким. Команды посмотрят в этом году, какие-то топовые бойцы заявят о себе, там, посмотрят на своих сверстников и поймут, что, оказывается, можно, давайте сообразим команду. Может быть, зародится какая-то еще новая команда.
который в следующем году выступит. Это же такой годовой проект, который будет в рамках других турниров последующих, да, там Найза 54, 55 и так далее, что здесь гран-при участники, они будут выявлять там лучшего. И нужно понимать, что, допустим, гран-при может проходить там в каком-то спортивном зале без такого профессионального оборудования, да, там без такой, скажем, сцены, да, ну вот, это же атмосфера же, и там у тебя не получится о себе заявить, а здесь ты в таком карде выступаешь, это вообще супер возможность, поэтому, да, ребятам, вот, правильно сказал, тренерам, давайте, думайте, соображайте команду, не знаю, там, создавайте команду и далее, вот, хорошая возможность для вас. Я еще вспомнил историю, мне рассказывал Асол Мабаев ее. До дебюта он секундировал Шавката Рахмонова в Америке, и он рассказал, что ему это очень помогло, потому что он уже почувствовал как раз вот всю эту атмосферу, он посмотрел, что такое UFC. Да, до этого он в Брейве дрался, но все равно UFC да, это там на уровень выше всего. И он, когда и в клетку заходил, и там успел размяться тоже с Шавкатом, и он рассказал, когда он выходил уже на свой дебют в UFC, ему намного было проще. То есть, конечно, да, вот... Мне было страшно, да? Да. И для ребят, которым, ну, наверное, знаешь, он может обидеться на нас, если мы скажем страшно, потому что он, наверное, ничего не боится. Но, да, он уже мандража не было вот этого, что ты в UFC. И вот тоже для ребят, действительно, тебя покажут на телевизионных каналах, там, будет там 1000 людей, зрителей, будет там нереальная какая-то атмосфера, это настоящий промоушен профессиональный. Поэтому, не знаю, вот был бы я там на, не знаю, сколько, 10 лет, 15 лет моложе, я бы поучаствовал бы точно, потому что как раз тогда занимался, и тогда вот в то время у нас действительно не было возможности без рекорда где-то выступить. Плюс даже получив такую возможность, вы, наверное, в тот момент любой спортсмен вот нашего с тобой, скажем, возраста, они просто благодарили, наверное, Бога, да, что им выпала такая возможность вообще выступить где-то на профессиональном уровне. А здесь, пожалуйста, у тебя все готово, просто работай и делай. Поэтому желаем всем участникам Гран-при удачи. Пусть победит сильнейший, самый топовый. И здесь я очень надеюсь, что мы узнаем очень много новых имен, ярких боев. Я так понимаю, что дополнительно денежные бонусы также предусмотрены. Это там для лучшего бойца. Да, там, целых, по-моему, 5 миллионов еще на это. Да, рассчитано, что да, лучший нокаут, по-моему, будет за турнир оцениваться. Приблизительно я сейчас анализирую, что это может быть там лучший нокаут, боец, там бой года и так далее, и так далее. Вот. Поэтому в рамках Гран-при, ребята, всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший, покажите самые яркие топовые бои. И я думаю, кыргызстанцы, наши гости на Найза-53 в Бишкеке будут довольны этим. И основную карту, она отдельная, да, конечно. Это мы только еще рассказали про поэтому давай про прелимы. Да, основной карт, да, я бы хотел бы начать, наоборот, уже с главных боев вечера, и начать с украшения этого турнира. Это Даниил Донченко и, собственно, Каныбек Жаныбек Улу. Да, Каныбека знают многие фанаты Лиги Найза, потому что он уже здесь не раз выступал. И в прошлом своем бою он очень крутой конкурентный бой показал с Нариманом Аббасовым. Ему шансов не давали, но при этом он смог его и потрясти, и вообще себя очень хорошо показал. Там уже, может быть, знаешь, перенервничал, я даже не знаю как-то, не смог реализовать свое преимущество, но очень круто себя показал с реально топом, потому что все знают Наримана Аббасова, это чемпион MC Fight Nights, боец, который попробовал свои силы на Dana White Contender Series, у него тогда не получилось, но его соперник Банфим, он сейчас круто показывает в UFC, то есть, это не слабый соперник. Это главный бой вечера, и я так понимаю, что он, в принципе, имеет статус претендентского. Победитель этой пары, он сможет выйти на чемпиона, на Магомеда Кабардиева. Или, может быть, я не знаю, уже к этому времени будет другой чемпион. Вот, потому что для Магомеда Кабардиева тоже много чего интересного. Сейчас Азамат Бакытов хочет с ним драться. И много для него тоже интересных есть историй. Но в любом случае очень крутой бой. Я бы, знаешь, назвал этот бой таким противостоянием молодого проспекта против такого прям ветерана, или, не знаю, такого, знаешь, уже матерого волка. Да, матерый волк, прям самое такое описание для Ханбека Жанбекулы. Поэтому здесь в целом я Донченко в рамках, вот, когда он еще дрался, на его последний, там, предпоследний бой, я так, честно сказать, посмотрел, но прям Ханбека Жанбекулу знаю давно,
Парень с характером, бьется до конца. В последнем бою, я думаю, это для него была такая возможность о себе заявить. Он это понимал. Теперь, находясь в таком положении, когда ты возглавляешь карт у себя на родине, у тебя прибавляется ответственности, это вдвойне. Поэтому, если он этот момент прочувствует, я уверен, что он прочувствует и поймет, хладнокровно подойдет к этому бою, он должен обрадовать своих болельщиков местных, поддержка будет у него бешеная. Для Данила Донченко, я думаю, это такая, опять же, выезд снова. Может быть, он даже и не аутсайдер где-то. Здесь я бы дал, там, ну, не знаю, даже 50 на 50, честно, не знаю, кому, да, там, преимущество какое-то определенное выделить, но как андердог, как аутсайдер, ты, выступая в дома у своего оппонента, соперника, там, если ты покажешь хороший бой, как бы тебя признают. И для Донченко это тоже такая дополнительная мотивация, возможность, поэтому ожидаем вообще абсолютно крутой бой здесь должен быть просто. Да, еще немножко по поводу техники. Оба бойца ударники, в принципе, то есть, что Даниил, ну, я не особо видел, как он работает в партере, что Жаныбек, я как тоже вот, судя по бою, там, например, с Фанилем Райфковым или с Нариманом Аббасовым, он не очень как раз тоже любит как-то добивать в партере, а в стойке у него все в порядке, он супер нестандартный. У него рич, размах рук просто какой-то, ну, нереальный. Вот тоже, когда на него смотришь, я вспоминаю Фила Дэвиса, наверное, из UFC, какие-то аналогии, если проводить, очень какие-то длинные руки, такие там нестандартные плечи. И с Фанилем о нем разговаривал, я не помню, мы записывали этот разговор или просто это как-то было за камерой, и он мне рассказал, что тоже вот как-то смотришь на него, и вдруг раз откуда-то удар пролетает, ты даже не понимаешь, откуда. Настолько длинные у него руки, вот и нестандартная ударная техника. Этот лагерь провел полностью в Таиланде. У него были очень много интересных там спарринг-партнеров, в том числе и Рафаэль Физиев. Так что вот я жду, наверное, в этом бою досрочную победу. Тоже, ну, сейчас не скажу, там, кого я вижу там каким-то явным фаворитом, но мне кажется, будет нокаут. Ну, с такими ребятами, которые в стойке, любят там рубиться до конца, думаю, да, будет досрочная какая-то победа. Пусть сильнейший победит, мы как бы здесь, находясь в нейтральном, скажем, положении, болеем за самый Да, хороший за зрелищный бой всегда, мне кажется, Всегда, тоже да. вообще, да. Независимо от того, кто вот в карде, я всегда... Главное, чтобы там сильные травмы не получили спортсмены, чтобы тоже быстро вернулись, и главное, чтобы это все понравилось зрителям. Донченко, у него любительская база, Я так понимаю, тайский бокс у него. тайский бокс, да, если не ошибаюсь, поэтому здесь я тогда для Ханбека Жанбекула опасны будут его ноги в основном, да, там прямые какие-то попадания. Ну, Жанбекула постарается его перевести в партер, там уже отработать где-то. Но 70% бой будет в положении, я думаю, стоя будут Мне убиться тоже ребята. кажется. Минимум 70%. Да, поэтому. ждем нокаут, вот, чей, неважно, просто ждем красивый нокаут в этом бою. Соглавный бой вечера. Ну, здесь... Да, давай я представлю ребят. Это Дастана Мангильды и Элиман Шартаев. Дастана знают тоже ребята по недавнему президентскому бою против Султана Жылдашбека. Очень крутой бой ребята показали. Я вот тоже... Хочется назвать Дастана таким, ну, молодым проспектом, но на самом деле возраст у него не очень молодой, но в профессионалах у него рекорд достаточно маленький. У него сейчас 5-1, и вот мне его бои очень нравятся. То есть он там до последнего всегда идет, тоже показывает яркие бои, и против него, вот я не знаю тоже, можно ли Элиман назвать ветераном казахстанского ММА. У него рекорд тоже не особо большой, но он давно в этой игре, и в принципе те, кто, наверное, за казахстанским ММА следят, Элимана Шартаева знают. Изначально, я так понимаю, что хотели сделать реванш Дастана с Сулой, потому что прошлый их бой вызвал очень много, в принципе, спорные вопросов. были моменты среди болельщиков. Да, но сейчас по каким-то причинам этот бой не получился. Опять же, вот если, я не знаю, вот, что у Султана сейчас происходит, но если Султан не возвращается в ближайшее время, то эту пару тоже можно рассматривать как претендентскую на бой с чемпионом из Кореи. Суёнг наш, нами всеми любимый, наверное. Ну, интересный даже. Кореец, боец вообще. Он пришел так скромно, вышел так скромно на октагон, и здесь он просто показал свой характер, свой уровень. Что касается
Дастана Мангильде и Романа Ширтаева, здесь я бы даже поставил этих ребят, поставил бы, допустим, был бы отдельный карт, они бы стояли во главе как главный бой, потому что оба ребята, это те пацаны, которые вот, для меня это аналог Казбек Сагына, Багдад Жубаныш 2, да, к примеру. Почему я об этом говорю? Потому что между этими пацанами, может быть, нет такого какой-то вражды спортивной, да, но напряжение все-таки чувствуется, потому что с обеими я общался, и Дастан, когда даже выступал, был турнир в Ахтубе, когда он дрался. После боя мы сидели, общались. В принципе, это тот боец, который для меня... Он удивил меня, во-первых, своим упорством, что он прибавляет с каждым боем, очень дышит прямо очень хорошо, чувствует оппонента. Команда Иркин Куш, понятно, что у него там просто топовые спарринг-партнеры, сокомандники, которые ему просто его зомбируют, скажем, да, там запрограммированно запускает к этому октагону. Там, знаешь, там и нету как бы у тебя вариантов, когда ты реально да, у тебя с там такими парнями бьешься каждый день в зале. Секунданты, когда Жал Ажмол, там стоит Мороз, Альби там и так далее, у тебя нету шансов просто. Поэтому Дастана Мангильде парень очень скромный, но когда он выходит биться, он превращается в какого-то хладнокровного охотника, который... Киборг-убийца. Да, такой парень просто рубится. И здесь я хотел бы заметить, что Елиман Ширтаев, он тоже один из самых топовых. Ну, его нельзя назвать ветераном, потому что достаточно для такого спорта парень еще молодой, который... Я его помню еще с проекта «Казахстан Файтерс». Это в 2017 году в Казахстане был такой проект. Собирали парней без опыта на профессиональном уровне. Среди был отбор достаточно масштабный. 5 миллионов тенге был главный приз. Тогда Илиман Ширтаев стал победителем этого гран-при, скажем. Этого подобного рода гран-при, реалити-шоу. Мы этот проект снимали почти 4 месяца. Это был первый для Казахстана большой опыт. Поэтому Илиман Ширтаев тогда еще он заявил о себе. В финале он победил Асылжана Таскета. Ильжан Алиаскар тогда занял 3-е место. И здесь вот трое пацанов, которые тогда еще, будучи молодыми, по 20 лет им, они себя показали. Сейчас Ширтаев набрал такой опыт, он матерый тот же волк. Здесь он... У обеих же в последнем бою, я не знаю, почему Илиман Ширтаев не смог показать тот бой, который он, в принципе, может показать. Проиграл. Здесь, я думаю, у обоих после проигрыша должна быть дополнительная мотивация еще больше заявить о себе, поэтому ожидаю. Тут просто не скажешь, кто может победить, поэтому просто оставим это. 7 октября мы это увидим, но бой будет однозначно зрелищный, самый топовый, может быть, станет там боем вечера, и дополнительно ребята заработают как минимум бонусы. Да, мне только добавить остается, что ставки действительно очень высоки. Ребята после поражения оба идут, причем поражений в важных для них боях. И сейчас им, они прям обязаны реабилитироваться, иначе действительно там фанаты, там матчмейкеры те же просто в какой-то момент на тебе там крест поставят, скажут, что не оправдал там ожиданий. Потому что Илиман, что Дастан, это ребята, на которых большие ставки делали. Здесь просто... За кулисами всех вот этих боев, я помню, были такие разговоры, когда все-таки Илиман Ширтаев, у него был шанс биться за титул, да, но он не смог сделать вес. Из-за этого у него, я помню, у него был такой эмоциональный спад после боя, даже после того, как он победил. И у Илимана такое ощущение, что все-таки он достоин этого пояса. С другой стороны, Дастана Мангильде, который даже если он после спорной победы спорного поражения против Султана Жолдашбека, у него есть тоже внутри своя правда. И
здесь матчмейкеры вообще Лиги Найза сделали очень хороший. Я полагаю, что выбор пал очень верный, хороший, что вот, ребята, вам равномерный шанс. Покажите себя, кто лучше, тот пойдет дальше биться против корейца. Все. Как бы все справедливо. Ну да, а с другой стороны, они понимают, что поражение откидывает тебя прям очень далеко сейчас. Да. И тебе поэтому проигрывать никому не хочется здесь. Хороший бой ожидаем, просто бомба должна быть. Я еще с Достаном тоже добавлю, общался примерно год назад, и я приезжал в Иркин-Куш, снимал про них большое такое документальное кино. И тогда Достан говорил еще до боя с Султаном, что у него сейчас цель основная — это подраться с Сулой, получить бой за титул, и потом он говорил: я еще хоть и молодой, хочу уйти после, вот возьму титул и сразу ухожу, буду непобежденным, уйду. И вот настолько, поражение от Султана испортило, скажем так, его планы, что я думаю, что у него вот это действительно тоже сидит, как ты рассказал про Илимана, что у него тоже вот есть это недовольство какое-то собой, да, что он не смог сделать вес. То же самое у Достана, у него уже был расписанный какой-то план на будущее. Вот в этот план внесли коррективы, и сейчас я думаю, что он очень хочет реваншировать. Желаем обеим ребятам удачи, чтобы подошли к этому бою без травм каких-то, с большим настроем, и мы будем ожидать зрелищный бой. Просто сумасшедший. И тоже все по скриптам. Мне кажется, что многие, знаешь, в комментариях могут написать, зачем вы там сводите двух бойцов из Казахстана между собой, это там неправильно. Профессиональный спорт. А вот мне кажется, что да, вот какой-то другой, представь, что какого-то бразильца бы сейчас привезли, поставили бы там против Достана или против Илимана, вот что можно было бы просто про этот бой рассказать, что вот привезли парня, чтобы реабилитировать поражение, а здесь, крутой матчмейкер. Здесь, в этой весовой категории, они же являются равноправными претендентами, правильно? По всем параметрам. И здесь матчмейкеры, опять же, сделали правильный выбор. Сопоставили их, пообщались с ними, я так полагаю, отдельно с каждым. И сказали: ребята, если вы готовы, вот, пожалуйста, локация, место, время. Все, оба заряжены. Покажите себя, кто лучше, тот пойдет дальше. Тут уже там ты казахстанец, не казахстанец, неважно. Да. Как говорят рефери, перед началом боя покажите честный, красивый бой. Да. Следующая пара — это боец, которого знают под никнеймом кыргызский Тайсон. Это Келдибеков. Дерется он против бойца, который представляет Узбекистан, Аманов. И да, я просто смотрю, карта ничего не изменилось. И на самом деле бой тоже, мне кажется, интересным, хоть и сейчас, если смотреть на Тайсона, он идет, канат, он идет не на самой лучшей своей там серии. В свое время я просто тоже за ним достаточно давно следил. У него очень хорошие были, в принципе, фраги, да, вот у него были победы над сильными соперниками. И вот последние, по-моему, 2 года у него такая черная, скажем так, идет полоса. У него в последних 5 боях 1 победа, но при этом надо смотреть еще и на оппозицию. Он попал в ACA, дрался там супер, там топовыми бойцами. Проигрывал он там и majority decision, и просто там решениями. Это сильный боец, очень сильный, как я знаю, что он даже вот, на этой серии думал о завершении карьеры, но сейчас, когда узнал, что можно в главном карде выступить в турнире у себя дома в Кыргызстане, он дал согласие, и, возможно, этот бой станет для него как раз таким поводом вернуться. Соперник у него, по карду там многие скажут, что не очень хороший, но вот там учитывайте, что у Тайсона сейчас действительно в последних 5 боях 1 победа всего. И мне кажется, там для возвращения его это достойный соперник. Вот. Плюс там Аманов, он действительно находится тоже в таких условиях, что его там привозят в другую страну, стены будут помогать канату, и там для него какая-то дополнительная мотивация есть. Но вот я бы в этом бою тоже бы не моргал, скажем так, потому что знаю, не просто так никнейм у каната Тайсон. Парень любит вырубать, парень хороший в ударке. И вот если до этого мы с тобой обсуждали бои и говорили про 50 на 50, я бы здесь явным фаворитом, конечно, сделал бы каната, но при этом вот интересно посмотреть, сможет ли он вернуться. А вдруг он надломился? Тоже вот какая-то драма присутствует здесь. Я Аманова, конечно, не знаю, но с Келдибековым канатом знаком достаточно давно. И в рамках его выступлений в ACA, там и в казахстанских других лигах, когда он дрался, всегда показывал отчаянные бои. Поэтому Кровавые, да. Кровавые и отчаянные бои. Поэтому Келдибеков, он у себя дома должен, я думаю,
у него хватит опыта и хладнокровности, чтобы почувствовать этот момент, показать как один из соглавных боев этого турнира, так сказать, вырвать победу против такого неоднозначного, но и непредсказуемого оппонента, я так бы сказал. Да, согласен, он так и фаворит, и если он хладнокровно подойдет к этому бою, он должен выиграть без проблем. И может быть, получится, что Тайсон там сделает свое дело и заранее, да, там... Главное, чтобы уши не откусывал. Да, и вот тоже, мне кажется, может получиться интересная история какой-то перезагрузки. Не знаю, вот действительно, я вот смотрю сейчас на то, что происходит в ММА. Даже серия поражений, она не говорит еще о том, что бойца надо списывать. Однозначно. Мы не знаем, что у него там, не знаю, там творилось, условно, там в семье, не знаю, где-то там еще на каких-то других фронтах. Может быть, действительно не было возможности как-то нормально готовиться. При этом он бои показывал конкурентные. И вот что если сейчас просто он перезагрузит свою карьеру, и, в принципе, я думаю, что может вернуться и показывать еще яркий бой. Здесь я хотел бы провести такую параллель или там просто пример из мира профессионального бокса, да? В мире профессионального бокса сухой рекорд ценится очень высоко, всегда. Но были такие боксеры, которые вот... Был такой бой Артура Гатти против Микки Уоррена. И также был снят про этого боксера, про Микки Уоррена, фильм, называется «Боец», играл Марк Уолберг в главном бою, в главной роли. И этот Микки Уоррен, у него был... это тот такой боксер, который... На графе у него было 11 поражений, но он смог заработать более миллионов долларов, ну там, более 2 миллионов долларов с таким рекордом. Почему? Потому что он против Артура Гатти, они дрались трижды, и это была такая трилогия, и первый их бой, это называется вообще, входит в золотую коллекцию самых топовых поединков в профессиональном боксе. Поэтому здесь мир ММА, он чуть-чуть другой же. Здесь ты, может быть, у тебя там рекорд 8-4, но ты можешь в начале, как... здесь у нас сейчас есть один ветеран, да, Ахтылек Жумабекулов. Он начинал еще, оказывается, выступать в 11-12 годах, вот, 10 лет назад. Рекорд 14-8. Начинал он не очень удачно. 3 там, или 4 поражения подряд в начальной стадии. Но он же смог себя показать и добыть вот эти 14 побед. Это говорит о том, что неважно, какой у тебя рекорд. Да, может быть, на таком высоком уровне, когда ты находишься как в статусе там Мейвезера того же, да, что ты хочешь уйти там с таким крутым рекордом, как 50-0. Мы года 3-4 назад не смогли, конечно, воспринимать, как Геннадий Головкин проиграет, что у него там на графе появится вот это поражение. Даже когда был рекорд, что у него первая ничья появилась, мы все переживали. Когда у него появилось вот поражение, переживали. Сейчас нормально. Люди умеют воспринимать. Поэтому здесь не важно, какой у тебя рекорд. Я думаю, важно, какой ты боец, какой у тебя дух и воля к победе. Если ты владеешь всеми нужными вот этими качествами, неважно где, неважно как, ты докажешь еще раз. Также здесь там для Кельбекова, что у него несколько поражений подряд, ну, это хорошая возможность о себе заявить, и для других вот этих бойцов и всех также. Поэтому желаем всем удачи. Здесь уже такой... Я отошел чуть-чуть, может быть, от темы, но такой хотел бы добавить. Ну, кстати, интересная мысль. Я тоже вот об этом часто думаю, что Мейвезер, что Хабиб, они действительно вот эту планку подняли на такой уровень, и... Ну, можно сказать, не знаю, ну, не хочется их там называть читерами, но по факту они сделали так, как никто не делал там в единоборствах. Да. Они ушли, ну, Хабиб уже ушел непобежденным. Непокоренными, да? Да, Мейвезер вот все планирует и все еще там не перестает побеждать, ну, с чего вообще все в шоке, там и в своем возрасте, и вообще с такой там долгой карьерой. И вот все-таки фанаты из-за, вот, наверное, Мейвезера и Хабиба воспринимают единоборство так, что если ты один раз проиграл, то все.
ты уже, конечно, не тот. Но мне кажется, что это тоже заблуждение, и сейчас все начинает немножко меняться. Вот сейчас появляются там даже какие-то альтернативные немножко виды единоборств, например, тот же Bare Knuckle, куда приходят там уже 40-летние бойцы UFC там на серии из поражений, и там становятся чемпионами, и опять о себе там Вот. заново... Второе дыхание, да? Да-да-да, у них второе дыхание появляется. Мне тоже кажется, что все-таки бои — это чуть больше, чем только победы. В боях надо быть ярким, интересным, и ты можешь проигрывать, но при этом ты можешь получать хорошие деньги и можешь иметь там любовь фанатов и внимание к себе от СМИ и от всего прочего. В этом и, наверное, прелесть этого вида спорта, вообще этих видов спорта, того же бокса, ММА. Вот если прям углубиться в историю, Мухаммед Али также проигрывал. Просто Мейвезер – это тот типаж спортсмена, который объединил бизнес и спорт и на своем образе показал, чего можно добиться, да, в этом плане. У него очень много было спорных боев там против Маркоса Майданы, да, когда он чуть там Маркос его в принципе качнул, ну там он как-то спасся каким-то чудом. У него очень много было спорных боев, но я думаю, есть вот это тот же Хабиб, сухой рекорд, это такой показатель, да, куда можно в принципе стремиться, но если мы все будем стремиться, да, там и как-то восхвалять вот эти сухие рекорды, но мы же не будем уделять должного внимания тем достойным там бойцам и боксерам, которые тот же там Микки Уоррен, да, там и другие, очень много бойцов, которые, имея там несколько поражений, показывают просто крутые бои. И здесь чуть-чуть аппетит надо чуть-чуть убавить, и надо на вещи смотреть прямо, хладнокровно, тогда ты будешь, в принципе, сухой рекорд это одно. Это такие люди, вот Хабиб, их же немного с таким рекордом, как Мейвезер, можно пальцами посчитать. Таких же бойцов также можно пальцами посчитать, которые, как Хабиб, ушли без поражения. Да, наверное, вот даже именно из ММА, чтобы кто-то уходил без поражения, я такого Вот сейчас они не просто как припомню. образцы стоят, как эталоны, да, куда можно стремиться, все. Но когда ты будешь идти по этой дороге, у тебя и победы, и поражения. Поэтому здесь, наоборот, после каких-то громких поражений восстановиться, сила воли, да, показать характер, показать дух и заново возродиться, это дорогого стоит, нежели иметь такой крутой рекорд. Для меня это так, всегда было так. Поэтому, когда вот пересматриваешь какие-то бои, перечитываешь какие-то истории, я всегда обращаю внимание на характер боксера или бойца, того же спортсмена. Неважно, он вот легкоатлетом может быть. У него не получилось. Ну хорошо. Но ты завоевал этот шанс и заново доказал, это вдвойне дороже и вдвойне ценится. Поэтому у Хабиба, там того же Мейвезера, отдельная история. Это отдельная глава. А здесь борьба. Они тоже боролись, но Мейвезер очень умно к этому подходил. Он был, может быть, на голову выше всех своих, умнее как боксер. Хабиб также сильнее просто у него. Он не оставлял шанса вообще никому. Поэтому здесь такая... рождаются такие люди. Ну, что с этим поделать? Но это никак там не ущемляет другие достоинства других боксеров и там, других спортсменов, бойцов и боксеров. Поэтому так хотел сказать. И тоже в завершении этой темы стоит отметить, что вот есть всякие престижные ММА-премии, вот есть ММА Awards, она каждый год проходит, и там есть прямо одна из номинаций, это камбэк года, тоже когда вот кто-то смог либо в бою вернуться, либо просто смог там свою карьеру реабилитировать. Это ежегодно, да, проводится? Ну, по-моему, да, либо раз в 2 года, либо ежегодно. Кого помнишь, который вот, допустим, завоевал там и получил? Я сейчас не вспомню, кстати, но суть в том, что есть просто такая номинация, и это очень круто, что есть вот камбэки, кто-то там себе и пояс возвращает, там вот кто-то и просто возвращается в боях, в которых там невозможно выиграть. Вот там, я помню, что, по-моему, в одном, но это старая такая номинация, был тоже бой, когда Пэт Берри против Чейка Конга дрался, и там просто, Пэт Берри уже... В нокдаун отправил Конга, и уже вообще никаких шансов у него не было. Он как-то встал, что-то выкинул, короче, Пэт Берри в нокауте в итоге отказался. Вот, и это очень крутые истории, когда вот ты смотришь, что человек может действительно взять и вернуться. Меня всегда тоже мотивирует. Мы же вот про Келебикова сказали, там Тайсон, я вот сейчас вспомнил. В Токио, когда Тайсон впервые проиграл,
свой бой против Бастера Дагласа. Этот оппонент Тайсона. Тайсон, в общем, гулял, ходил, тусовался там по казино, не особо готовился, потому что он был зверь. Только там 22 ему тогда, по-моему, да. Ты просто самый молодой чемпион мира в супертяжелом весе, и против тебя какой-то непонятный Бастер Даглас. Кто это такой? У Дагласа... Дуглас, ну, по-разному, да, скажем, Бастер. И у него где-то за месяц, что ли, если не ошибаюсь, умерла мама. Вот прям за несколько дней там до этого боя. И он этого, ну, представьте себе спортсмена, который потерял самого близкого человека к себе, да, и какой у него на носу самый страшный оппонент вообще не только в его карьере, а вообще в истории этого вида спорта. Самый вообще непонятный, сильный там Майк Тайсон. И насколько надо быть таким человеком, что ты смог сообладать, да, или как правильно выразить? Да, сообладать. Сообладать собой, правильно выстроить вот эту мотивацию и доказать себе и всему миру сделать апсет года. И не только апсет года, там, десятилетия, да. Апсет столетия, можно так сказать. И нокаутировал Тайсона. Пожалуйста. Поэтому здесь очень много таких примеров можно проводить. Угу. Давай, наверное, расскажем еще про бой Аканова. Это как раз финалист прошлого Гран-при. Очень крутой тоже он показал бой против Тимура Серикулы Акулы. И круто вот, что, опять же, участие в Гран-при, оно дает тебе не только вот победу в Гран-при, там, да, какую-то медийку, дает тебе деньги, но еще и потом тебе дает возможность участвовать уже в номерных там турнирах, да, на язык. Да? И, собственно, там уже строить свою карьеру. Сейчас Аканов непобежденный боец, и можно сказать, что это его первый, ну, хоть у него там рекорд 3-0 со счет Гран-при как раз, но это его первый профессиональный, по сути, бой будет против тоже бойца, который вот именно профессионал. То есть ребята, которые в Гран-при были тоже только начинающие, и сейчас у него вот первые шаги, которые будут в профессионалах. Мне кажется, тоже такой важный бой. Все, кто там следили за Акановым, уже тоже смогли убедиться, насколько высокоуровневый этот спортсмен. Он, кстати, еще, знаешь, сейчас выиграл, по-моему, чемпионат мира по панкратиону. Он первым, по-моему, стал там. Вот. Вот этот момент, может быть, я пропустил где-то, но там команда, это представитель вида топ-тим. Да, он вот участвовал, да, точно, и, по-моему, он стал первым. Вот, ну, финал, он стал точно финалистом, и мне кажется, что первым. Надо, конечно, это уточнить, но вот вроде не ошибаюсь. И сейчас у него такая проверка против тоже крепкого кыргызского спортсмена, и мне кажется, тоже это интересным. Вот мы должны понять в этом бою, Аканов это все-таки боец действительно, уже понятно, что в любителях он сформировался, и в любителях он крепкий, ну и не только крепкий, а прям имеет чемпионские амбиции, а вот интересно, какое у него будущее будет в профессионалах, мне кажется, очень важный бой. Я думаю, да, абсолютно с тобой согласен, что для Кущина Аканова это будет такая хорошая проверка. Против него, я так посмотрел, его оппонента Асанов не выезжал, в принципе, никуда, выступал у себя дома. Лига такая EFC, но это не Eagle FC, там, а чуть другая лига. Ну, это, кстати, самая вот в Кыргызстане, это самая... Да, чаще всего, да, проводят турниры, всего, да? И там, да, такая хорошая конкуренция. Когда ты проходишь вот такую обкатку, скажем, даже неважно, там, дерешься у себя дома, но с рекордом 4-0, 5 боев, 4 победы, 4-1 с рекордом. Я думаю, для Кущина Аканова это будет такая хорошая проверка и дополнительная мотивация для того же кыргызского бойца, если он там победит казаха с рекордом 3-0, такого топового, да. Ну, еще обладатель, да, действительно, вот... Да. Здесь просто у него должна быть мотивации больше. Поддержка в его пользу у себя, у родных стен, дерешься, поэтому здесь мы тоже ожидаем такой хороший... И также грамотный матчмейкинг, да, можно отметить здесь, что поставили таких оппонентов с такими рекордами, и понимая заранее, что это будет такой зрелищный бой. Один из... Может, бой вечера будет, поэтому я ожидаю, что... Да, вот действительно... Аканов, он мне нравится, что он очень техничный парень. Ну, вот видно еще пока, наверное, он еще не успел, наверное, полностью в профессионалы перейти, потому что профессионалы, да? Они как-то больше используют что-то одно, что работает,
а он прям вот, ну, как любитель дерется пока, и на это интересно смотреть, то есть пытается какие-то там интересные там приемы привносить в свои бои, и вот в этом плане тоже хочется посмотреть на его какую-то Вот он же трансформацию, и в метаморфоз. рамках Гран-при, да, выступал, Да, и того же, да, Тимур Сирикулы, ну, он просто, знаешь, умнее дрался. Тимур как-то вот, да. ну, с эмоциями, со всем этим, а вот он так просто методично его побеждал. Я вот думаю, где-то, может быть, Тимур, в силу того, что он молодой пока еще, может быть, да, эмоций было больше, и перегорел, может быть, где-то Мгм. чуть-чуть, но также Тимур Сирикулы, он у него парень с характером, и этот бой для него стал таким хорошим опытом. А сейчас он должен просто окрепнуть и идти дальше. Здесь также, победив такого взрывного пацана, опасного, как Тимур Сирикулы, в рамках Гран-при, ты получил такую возможность выйти против опасного кыргызского бойца. Для Кушима Ваханова это тоже отличная возможность себя показать дальше, в дальнейшем. Мгм. Также здесь, может быть, в стойке, я так понимаю, что бой будет в основном. Вот, кстати, не знаю, мне вот понравилось, что Аканов, я говорю, он на самом деле миксовал и ударку, и борьбу, вот как раз с Сирикулой, когда дрался, поэтому вот в этом бою, мне кажется, все что угодно может быть. А здесь главное, пусть будет хороший бой. Да. Следующая пара — это Саралапов, он будет драться, Тамерлан, он будет драться против бойца из Кыргызстана тоже, Нуркамила Улу. И здесь вот тоже те, кто смотрят за Лигой Найза, вообще вот рекорд у ребят там не самый большой, у Тамерлана 2-0, у его соперника 1-0. Да, Ребят, без 1-0. поражений, да? Оба без поражений. Ну, действительно, там несложно без поражений идти, когда у тебя всего 2 боя, наверное. Да? Но кто смотрел прошлый бой Саралапова, он был с Рамином Султановым, бойцом, который представляет команду Наримана Абасова. Боец из Азербайджана тоже не знал поражений до их боя. У него было, по-моему, 8-0 или 9-0 даже. И когда он встретился с Саралаповым, никто Саралапову не давал шансов. Все думали, что просто вот привезли парня на убой. 1-0. Ага. Просто еще там дать возможность Саралапову подраться. Рамину Султанову дать подраться, победить. Но бой очень крутой. Вот я вживую смотрел его, и я был удивлен, что парень с 1-0 смог там разобраться с действительно очень крепким и, ну, фаворитом прямо в бою с Рамином Султановым, который бои я тоже смотрел до этого в других лигах. Рамин очень, ну, в порядке. И ударка хорошая, и борьба хорошая, и бой, и в техническом плане, и там в плане каком-то эмоциональном мне понравился сильно. И что касается Тамерлана, еще тоже такой интересный момент. Его менеджер и вот, как сейчас модно говорить, старший, это Ильдар Кудайбергенов, тоже один из матчмейкеров Лиги Найза, и я с ним говорил, и Ильдар сказал, что очень перспективный парень, прям супер какой-то перспективный, он у него видит супер большое какое-то будущее, вот. И что здесь интересно, тоже, мне кажется, фаворит Тамерлан, но вот там он, наверное, знает, что он фаворит, и от этого ему будет чуть сложнее. Другая страна, во-первых, он дерется в Кыргызстане против местного бойца, и плюс еще там для его соперника нету таких высоких рисков. То есть, ну, никто там его, условно, не поругает, что он там проиграл действительно фавориту, парню, который там очень крепкий, которого там ведомый Ильдаром Кудайбергеновым, поэтому он, наверное, выходит там без каких-то там эмоций на этот бой. А вот для Тамерлана это очень важный поединок, потому что в прошлый раз он победил парня там с рекордом намного выше его, а сейчас ему нужно сражаться с парнем, который сейчас стоит в его же условиях. Он поменялся местами, да? Находясь там в последнем бою, если он победил такого, находясь, опять же, мы вот возвращаемся к этой теме, находясь в позиции андердога, аутсайдера, ну, там, против какого-то топового бойца, и не потеряв вот этот вкус, аппетит к победе, без страха подойти и доказать, это стоит таких очень больших похвал вообще. Это говорит о том, что боец, спортсмен, хладнокровный, умеет подстраиваться и как бы отключает эмоции и работает просто, как его там запрограммировали и запустили в клетку все, и он это отработал. Здесь Саралапов, получается, в последнем бою, если он смог одолеть вот этого опытного, опасного
оппонента. Теперь же он поменялся с местами, потому что против него выходит кыргызстанец. Темная лошадка. Да, темная лошадка. Может быть, теперь Саралапов будет переживать другие эмоции. Поэтому должно быть интересно. Всегда интересно, когда вот ребята где-то 2-0, где-то 3-0, и интересно, кто победит вообще. Всегда это так было интересно, находясь. Ну да, и особенно, когда да, ты про них там мало знаешь. Есть еще 2 боя в этом карде. Честно сказать, мне вот, ну, я ребят не знаю в этих боях, и мне кажется, тем будет интереснее нашим зрителям, потому что Жандарбек Кисимов, матчмейкер, лиги, который эти пары подбирал, в какой-то момент расскажет и про них тоже. Ну, не в рамках вот этой передачи сегодняшней. Ахтылик Жумабеклу, да? А тут Жумабеклу и Атаев. Ну, Ахтылик Жумабеклу, он один из ветеранов. Он со времен, когда там тот же Резников. Нет, про него мы же вроде чуть поговорили. Да, про я в него. целом говорю, что он такой ветеран, который долгожитель, динозавр, да, можно сказать. Ну, там, не в обиду ему. В целом он ветеран, который просто опытнейший. Здесь 2 боя, да, мы который, говорим, да, вот сам внизу, Якажев, Абдыкадыров и Артхбаев, Казаков. Казаков. Вот. Я просто про этих ребят не знаю ничего. Да, без обид ребята, конечно, мы как бы не имеем такими ресурсами по времени, чтобы изучать всех и знать всех, но будем знать о вас и в рамках этого турнира, да, матчмейкерам более здесь, они могут более подробно дать информацию. Да, и в любом случае, да, будет какая-то информация уже ближе к боям, которую там вы предоставите, но вот то, что нам Жандарбек передал из какой-то информации, то, что у нас какая-то да, насмотренность есть, вот мы рассказали. Но тоже вот, хочется сказать, что будет один дебютант, вот, и будет 2 парня с рекордами 1-0. Тоже заявляйте о себе ярко, у вас есть такая возможность, большая карта Найза 53 7 октября в Кыргызстане, так что у вас есть возможность, чтобы мы в следующий раз, когда будем делать обзор карда, рассказали о вас много чего. Да, конечно, и хотел бы вот, спросить у тебя про карт в целом, да, что в этом карде, ну, какие особенности, что ты для себя там какую-то заметку поставил, интересные моменты, вот что ты мог бы по всему вот этим карду сказать? Ну, да, я начну тогда с общих каких-то слов. Для начала, мне этот карт кажется интересным, потому что это будет первый турнир Найза в Кыргызстане, и, в принципе, он такой будет разведочный. Если действительно будет какой-то коннект между зрителями и между организацией, лига поймет, что вот в Кыргызстане действительно есть болельщик, который хочет ходить на ивенты, хочет топить за своих бойцов, то я думаю, что турниры в Кыргызстане станут на какой-то постоянной основе. Вот, и тоже небольшой такой секрет раскрою нашим зрителям. Я разговаривал с Нурбеком, и он сказал, что, в принципе, он видит вот в будущем какую-то историю про чуть ли не ежемесячные турниры в Кыргызстане. Потому что в Кыргызстане сейчас очень много бойцов, и это будет хорошей такой базой для вот формирования каких-то там топовых ребят, которые потом будут выступать уже в главных кардах номерных турниров. Он хочет сделать что-то типа селекшена. Вот, но пока об этом идут разговоры, то есть это еще не точная информация, но вот мне про это Нурбек рассказывал. Касаемо боев, вот мне действительно очень интересно посмотреть на 2 главных боя, потому что действительно в них, по сути, разыгрываются такие претендентские путевки. В них вся интрига. Да, в них вся интрига. Но при этом вот есть еще 2 молодых парня, за которыми я вот тоже слежу. Это, собственно, Аканов и это Саралапов. Тоже ребята без поражений. Мне кажется, это какие-то там ребята условно из новой волны, хотя тоже вот нельзя их назвать там супер молодыми, но у них там в любителях есть неплохой уже бэкграунд. И у них рекорды вот пока чистые, и перспективы я вижу. Вот судя по тому, что я видел там до этого. Плюс Гран-при. Тоже интересно посмотреть, что будет в этом году. Особенность этого карда, ну, что мы говорили про Гран-при. Здесь мы назвали сумму 50 миллионов тенге. Первое место 25 миллионов, второе место 10 миллионов, третье место 5 миллионов. По-моему, второе 15 и... да, извиняюсь, да. 15 и 5. Нет, вот прям последняя информация, да. Окей. Последняя информация. А куда исчезли 5 миллионов? 5 миллионов это будет на бонусы. Ну вот здесь Агира мне отправляет, там первое место 25, второе место 10, да? И третье место 5. Да. 5 миллионов. Окей.
И по 1 миллиону на каждом турнире за лучший нокаут. Получается 10 миллионов на нокауты, да? Здесь, да, Формируется что ли? интересно, представьте себе, ты зарабатываешь по миллиону, у тебя есть там, у любого бойца, члена команды, есть возможность получить 1 000 000 тенге за лучший нокаут. Не это ли вообще для любого молодого спортсмена, который только стартанул, а кто-то может там получить несколько вот таких номинаций? Может быть такое? И зародится новая звезда. Я единственное, знаешь, боюсь, что главное, чтобы не разбаловали. Вот ребята с рекордами там действительно потом будет, знаешь, 0-0, там 1-0, там, ну, не знаю, 2-0 или 1-1, они будут потом говорить, я вот только буду выступать, если мне будут там бонус платить 1 000 000, и еще и на кону будет стоять. Здесь, я думаю, ребята, знаете, есть такое выражение «остаться у разбитого корыта», да? И когда ты даже с рекордом, неважно, там, с рекордом 3-0, 4-0, без поражения, может быть, ты идешь, но я советую все-таки ребятам оценивайте правильно коэффициенты действующего рынка вообще. Не надо запрашивать каких-то баснословных денег, потому что Лига Найза, допустим, существует за свои средства без какого-либо государственного участия и вложений, да, со стороны государства. Может быть, наш бюджет мы тратим там миллионы, миллиарды на тот же футбол, там, на хоккей, на непонятных каких-то легионеров. Ну, это такая для меня отдельная больная тема, да. Но Лига Найза, здесь же вот команда Dart Team, Лига Найза, она существует за свой счет и за счет привлечения других спонсоров, да. Горилла, там, другие далее компании. Поэтому любой боец должен понимать, что вам не платит государство, вам платят компании, которые размещают у вас рекламу. И очень важно зрители, которые покупают билеты. И теперь мы здесь, Найза запускает такую платную трансляцию. Здесь хотел бы добавить, да. Активно, пожалуйста, принимайте участие. Вы вот эти... Сколько стоит? Тысячи тенге, да? Годовая или полугодовая подписка. Сейчас еще есть хорошие скидки на сайте. Да. Здесь фишка в том, ребята, вот вообще зрителям Найза ТВ, да, Найзадай, вообще хотел бы сказать, чтобы болельщики, уважаемые болельщики, пожалуйста, подключайтесь активно. Почему? Потому что мы только-только в Казахстане реализуем вообще такой проект, как понятие платная подписка. На этом, может быть, Лига не заработает баснословных миллионы, да, но это ваш вклад, ваша покупка, это вклад в развитие в целом этого вида спорта раз, развитие промоушена, и, опять же, самый важный момент, это вы вкладываете деньги, свои же деньги в развитие бойца. И вы поддержали и вырастили, и этот боец может стать чемпионом UFC. Это без каких-либо там привлечений, как я говорю. Копейка рождает копейку и так далее, и так далее. Поэтому это такой капиталооборот, который формирует и реализует, задействует другие рычаги. Механизм он так работает, поэтому активно, пожалуйста, покупайте. Даже если там агитируете там своих родителей, я не знаю, это, в принципе, не такая большая сумма. Давайте приучать других, себя и других агитировать в этом направлении. Я думаю, Лига Найза дает хорошую возможность всем бойцам, молодым. И любой полноценный, здравомыслящий боец, он понимает свои аппетиты. Опять же, если мы возвращаемся к этой теме гонораров, достойно победил, получил эти бонусы, все. Как бы это единовременно же, один раз, да, ты выступил, но у тебя не может быть, чтобы всегда был такой аппетит. В начальных стадиях ты по-любому будешь за малые какие-то суммы драться, но с каждым разом у тебя это гонорар будет расти, прибавляться. И в этом и как бы развитие твое дополнительное. И ты потом можешь уже, пожалуйста, как Шавхат Рахмонов, Асуал Мабаев, там, Азат Махсум выступать уже за другие деньги. Всем желаем таких достижений. Да, и стоит добавить, если есть еще те, кто там думают не покупать платную трансляцию,
Зря, потому что, зря с одной стороны, а с другой стороны у вас будет возможность все равно посмотреть часть турнира. Все гран-при будет показано на YouTube-канале Найза, так что вы вот можете бесплатно посмотреть бои в рамках гран-при. Но уже если вы хотите посмотреть мейн-карт, то нужно будет перейти на сайт Найза и там купить платную подписку. Сейчас можно действительно за буквально копейки купить на год подписку на год, она стоит вот 2400, да, она стоит? 1700, да? Даже 1700 пока еще действует скидка, то есть на целый год. Советую вам. И также можно купить на полгода, тоже со скидкой. И сейчас на 1 месяц тоже вообще там чуть не там, сколько, 400 тенге. Я думал 200. Но вот 400 тенге меньше, чем донер стоит. Ну, донер стоит сколько сейчас? 1200? Да, это полгода. Поэтому, Полгода да. подписки. Поэтому құрметті достар, осы ақылы түрде жаңағы жазылуды сатып алыңыздар, өйткені бұл қазақстандық ММА-дің, қазақстан спорттың дамуына өздеріңізді қосып жатқан тамшыдай үлестеріңіз теңге тиыннан құралады. Бұл осы лиганың әрі қарай өмір сүруіне, жауынгерлердің гонорарын төлеуге, осы индустрияның дамуына сіздердің қосатын үлестеріңіз. Сондықтан Найза ТВ-дің ақылы подпискасын сатып алыңыздар. Серик, спасибо тебе большое за приятную компанию. Мне кажется, мы достаточно детально все обсудили, хоть мы и не матчмейкеры. Взаимно. Да, конечно. Мы здесь просто как одни из... Мы же армия болельщиков, да, скажем. Мы просто находимся рядом с октагоном, можно так сказать. Поэтому здесь, может быть, где-то мы с тобой ошиблись, какие-то данные, может быть, неправильно привели, но народ, я думаю, не судите нас строго. Мы люди, мы ошибаемся, поэтому... Но мы от себя просто добавили здесь эмоции, какую-то статистику, какие-то аналитические данные со своей стороны. Было очень, для меня вот послушать тебя было очень так прям интересно, продуктивно. Взаимно. Узнал для себя много нового. И уже это я буду уже говорить в эфире. 7 октября. Да, 7 октября. Да. А вы, дорогие зрители, подписывайтесь на все социальные сети Лиги Найзы. Это и YouTube-канал, это и TikTok, это и Instagram. Также не забывайте про, вот я это уже какой раз повторяю, про акцию, которая действует. Она, кстати, довольно скоро закончится. По-моему, 6 октября уже будет полный прайс. Так что вот пока 6 октября не настало, покупайте подписку, желательно на год, чтобы целый год наслаждаться боями Лиги Найза в прямом эфире, также наслаждаться дополнительным контентом, который будет на сайте. Встретимся в каком-то новом выпуске. Всем хорошего дня. Рахмет.